Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это передача «Якутск сегодня». Мы работаем, как обычно, в прямом эфире и выходим одновременно и на телевидении, и радио ТТИМ «Саха-радио» — это национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов, а сегодня у микрофона ведущий, редактор Юрий Сергеев. По решению президента России Владимира Путина 2026 год, как вы знаете, объявлен годом единства народов России, а глава республики Айсен Николаев в своем послании парламенту объявил нынешний год годом культуры в республике Саха-Якутия. Цель, конечно, инициативы, объявленного Владимиром Путиным года единства народов России, это укрепить межнациональное согласие, взаимопонимание, популяризировать идею единства многонационального народа России и сохранить ее культурное многообразие страны. То есть здесь уже и единство народа, и в том числе и культура, да, они как бы пересекаются, переплетаются, и в этом все это должно действительно быть каким-то единым, да. Всегда какая может быть единение народа без культуры? А культура — это всегда единение народов, тем более разных народов, разных конфессий, и так далее. И в конце января, как вы знаете, этого года уже в городе Якутске, в известном и ключевом таком, да, месте, на ключевой площадке нашей столицы, в Доме дружбы народов имени Кулаковского, состоялся 7-й республиканский фестиваль ямщицкой культуры. Называется очень интересно, конечно, «Лети, звон бубенцов». Понятно, о чем идет речь, да. И он прошел в рамках пятилетия ямщицкой культуры. И надо сказать, что объявлены тоже указом главы республики, да, пятилетие ямщицкой культуры. 2 года прошло уже со дня этого выхода указа. И мы тоже в каких-то некоторых итогах сегодня об этом поговорим с участницами нашей передачи «Якут сегодня». Я их представлю сейчас. Пожалуйста, это руководитель отдела межнациональных отношений Дома дружбы народов имени Кулаковского, председатель общественной организации Республики Саха-Якутия «Потомки государевых ямщиков». Это кто у нас будет? Так, Ирина Егоровна Стрекаловская. День, это Ирина Егоровна у нас постоянный гость передачи, да, когда мы поднимаем эту тему очень важную, и поэтому думаю, что в этом году мы будем чаще приглашать Ирину Егоровну к нам на прямой эфир. И также у нас сегодня в студии Яйлян Лидия Андреевна, да. Директор этнографического комплекса, называется «Ямщицкое подворье» в селе Синск Хангаласского района. Я вас приветствую. Здравствуйте. Юрий Николаевич, спасибо вам большое, что вы пригласили нас на наш эфир с ямщицкими новостями. Да, обязательно. Мы ждем сегодня ваших новостей ямщинских. Уважаемые телезрители, радиослушатели, я думаю, что у вас, если возникнут вопросы, они должны быть какие-то вопросы к участникам телерадиопрограммы, да, то звоните нам на прямой эфир. Я телефоны сейчас могу назвать. Это 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните. Давайте начнем. Ирина Егоровна, давайте с вас начнем. Да? Все-таки 7-й по счету фестиваль проведен. Но вы же все-таки основатель этого проекта. Давайте немножко, чуть-чуть из истории. Да, чуть из истории. Первый республиканский фестиваль «Лети, звон бубенцов» состоялся в 2012 году. А это был год единения и дружбы народов в республике Саха-Якутия. Да. В этот год мы в декабре месяце провели первый фестиваль ямщицкой культуры. И в этом году, именно в год, тоже объявленный годом единства народов России, мы провели 7-й. Этот фестиваль у нас в этом году был республиканский, а 2 года до этого он был региональным. К нам приезжали
представители Иркутской области, Да. Иркутского почтового тракта. Но в этом году немножко не получилось, но ничего. У нас еще 8-й фестиваль будет, это мы планируем уже в 2028 году, когда у нас заканчивается 5-летие ямщицкой культуры. Ну, вот тогда, помню, состоялась большая экспедиция ведь, да? Да, у нас была большая экспедиция в 2017 году. Мы были участниками этой экспедиции, потому что мы проехали все 126 почтовых станций Иркутско-Якутского почтового тракта благодаря нашему первому председателю Анатолию Анатольевичу Добрянцеву. Прямо мы 21 день проехали на разных транспортах от Иркутска до Якутска и увидели все почтовые станции, которые были вот на этой трассе. Так, ну вот уже очередной 7-й состоялся. Да. Вот в чем его особенности? Ну, 7-й Сколько фестиваль, вообще количество участников? Конечно, мы его провели в рамках 5-летия ямщицкой культуры, который объявил наш глава. И первая номинация, которая была, это было «Бессмертный полк ямщицких семей». Потому что сейчас мы усиливаем работу над родословными, усиливаем работу краеведов, историков. И каждый коллектив, который приехал, подготовили программу, в которой рассказывали об участниках Великой Отечественной войны с этой почтовой станции. Назвали, сколько тут участников было Силанской почтовой станции, Синской, Оймуранской, Аддабанской. Но все станции вот именно говорились, сколько пошло на фронт, сколько вернулось. И прямо портреты показывали. Но это было очень, мне кажется, интересно и трогательно. Эти мероприятия интересно, проходили вот как раз в год 80-летия. Да, они Великой все Победы. готовые были к этому, но еще изучают свою родословную и гордятся тем, что предки были участниками не только Великой Отечественной войны, но и Первой мировой войны. Это тоже показали. Вот мой прапрадед был участником Первой мировой войны. Это Титаринская почтовая станция так рассказала. Ну, конечно, в фестивале приняли участие 3 наших народных коллектива, которыми мы гордимся. Это старорусский фольклорный народный ансамбль «Вечерка» села Идяй. Этому ансамблю в 25 году исполнилось 40 лет. Фольклорный народный ансамбль «Ямщицкий перезвон» города Покровска исполнилось этому ансамблю 25 лет, вот в конце 25 года. И народный самодеятельный коллектив «Реченька», который в этом году отмечает свое 50-летие. Это наш старейший коллектив полвека. И у нас еще живые участницы, которые вот полвека назад вот в этом ансамбле пели. Вообще, как будем отмечать в этом году вот 50 лет народного самодеятельного коллектива «Реченька». Ну и в этом году было как никогда больше детских коллективов. Они вообще в каждых номинациях старались принимать участие. Вот. Это очень радует. Да. Ну и, конечно, гармонисты и частушечники, которых мы ни на одном своем фестивале не забываем, потому что они вот носители нашей ямщицкой культуры. К сожалению, новые гармонисты у нас совсем не появляются, но мы не теряем надежды, все равно. Привлекайте молодежь все-таки, да? Ну вот не идет у них рука гармонии. Что мы будем делать, даже не знаем. Но все равно, когда играет гармония, все идут в пляс. У нас вот по программе были ямщицкие посиделки, и прямо это стихийно, даже никто там команду не давал, ничего. Это ямщицкие посиделки у нас прямо стихийно, все начали плясать, петь песни, частушки, это все проходило стихийно. И, конечно, мы провели еще круглый стол, поговорили об исполнении указа главы нашей республики в Ленском, Алекминском, Хангаласском и Усть-Майском районах. Принял участие на этом круглом столе глава Хангаласского района Сергей Геннадьевич Гребнев. Приняли участие специалисты управления культуры нашего Хангаласского района, Алекминского района приняли участие тоже директор Национально-культурного центра Алена Калмыгина. И, конечно, руководители коллективов, они все приняли участие, и
было, были предложения, что дальше мы за 3 года, вот сейчас у нас 2 года прошло пятилетие, вот за эти 3 года чем мы будем заниматься, на что будем обращать внимание. В общем, об этом мы поговорили тоже вот на этом круглом столе. Так что какой у нас план был этого фестиваля, он полностью осуществили. И мы сейчас вот как-то на подъеме ходим, что у нас фестиваль состоялся. Огромное спасибо Дому дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского и, конечно, нашему Министерству по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия за поддержку не только на нашем фестивале и вообще всего этого пятилетия ямчитской культуры. Вот, хорошо, это очень удивительное, конечно, зрелищное было мероприятие, концерты особенно прошли, очень, большой концерт в Доме дружбы народов, это всегда и все идет на аплодисменты такие, на ура, как говорится. Поэтому люди встречали действительно тепло каждое выступление фольклорных творческих коллективов. Да. Народная душа там поет. Вот, там поет народная душа, действительно. Вот, теперь, Лидия Андреевна, хотелось бы к вам обратиться. У школе Ирина Егоровна уже сказала, что все-таки ямщики, ямщицкие, сейчас эти поколения, они все-таки родословные, все-таки самые важные, наверное, да. Я думаю, что вам есть тоже, наверное, что-то сказать про вашу родословную. Давайте начнем с этого. Да, я хочу сказать, что действительно, на самом деле, родословная – это начало всех начал. И когда я собираюсь и с детьми на эту тему мы беседуем, я говорю, не будьте Иванами непомнящего родства. Да. Пока вы знаете своих бабушек, прабабушек, прадедушек, живет история семьи, живет история рода. И Ирина Егоровна еще не отметила тот момент, что краса иркутско-якутского тракта. Мы еще расскажем, давайте во втором блоке, наверное, чуть подробнее тоже. Как раз именно дети познают, рассказывают и более глубоко, как говорится, погружаются в эту историю. У нас родословная, конечно, очень большая. Работая над ней, мы дошли до 9-го поколения, и наш род Фёдоровых-Сухарев, конечно, очень такой многодетный, прямо скажем. На самом деле сейчас, конечно, если посудить, кто кому родня, они же прибыли сюда на почтовые станции, мои непосредственно Фёдоровы и Сухаревы прибыли на Титаринскую почтовую станцию. И от них пошел большой-большой род Сухаревых, Фёдоровых, и практически все ямщики, можно сказать, друг другу близкие, родные, родственные души, потому что у них была одна работа, одна задача и одна история, одна судьба. И я благодарю всех, кто занимается изучением и в школах, когда происходят какие-то доклады на эту тему, и детишки увлеченно рассказывают о своих предках, и это очень хорошо, потому что знание истории, знание своих предков дает им какой-то импульс для дальнейшего изучения. Конечно же, в какой среде дети растут, это тоже очень важно. У нас в Синске у нас как раз это почтовая станция традиционная, которая была образована в 1743 году наряду со 126 станциями Иркутско-Якутского почтового тракта. И как раз там, в Синске, сохранились эти все традиции. Там есть носители, хранители именно и песенных традиций, фольклора, и быта, и истории. Улицы, братьев Соловьёвых, которые первые основали эту почтовую станцию. Даже действительно эти улицы, эти старинные дома, все говорит о том, что история жива, есть, и она будет в наших сердцах.
Лидия Андреевна, вот я вот фотографии хочу вернуться, да, можно вот пока, вот это, вот, она вот только что у нас на экране тоже промелькнула, может, если попросить, можно еще раз показать эту фотографию. Вот как раз вот я сам со Старой Табаги, да, вот здесь вот вы сказали, что род Шепелевых, да, здесь вот. Да, в Табаге Шепелевы тоже проживают, в Старой моя Табаге. бабушка, да, коротко, если немножко об род этом. Шепелевых, Да. Варвара Прокопьевна, вот на этой фотографии как раз впечатлены моя прабабушка Варвара Прокопьевна, и рядом сидит ее отец, такой вот с бородой, Прокопий Дементьевич, да, у него вот как раз смешанная кровь, там есть кровь эвенков, поэтому вот оказывается, да, не только вот мы чистые ямщики считались как бы, все-таки, да, шла ассимиляция, и крови у нас намешано, конечно, много, поэтому мы и беги багный быт, там дямнар быт и прочее, дямнар, да, а рядом вот стоит Федоров Дмитрий Иванович, это мой дедушка. Вот, поэтому вот эта старинная фотография, она очень дорога нам, и глядя на нее, мы помним, знаем. Да, хорошо, самое главное, помните, знаете, да. Вот, конечно, я вот со Старой Табаги сам тоже, да, и там родился в свое время, и бабушка моя, вот, Елизавета Захаровна тоже, она из Хангаласского района тоже, да, вот, поэтому она тоже всегда нам рассказывала, вот тогда еще детям, мальчишкам, что вот ее бабушка была такая тоже русоволосая, высокая такая была женщина тоже, да, то есть, ну, мы поняли, что действительно это тоже перекликается где-то. Ну, потомок. Тоже потомок вот этих, да. И с Актемцев она как раз была самородом, вот девичья фамилия у нее была Петрова, а по мужу она была Федотова. Вот, поэтому вот в Табаге-то у нас сейчас и, ну, конечно, стариков уже, к сожалению, нет, вот да, сейчас, да, там и Лобановы, там и Харюзовы, и Соколовы, многочисленные, да, тоже вот живут семьи, ну, естественно, вот Шепелевы, тоже целый род там, да, живет сегодня уже молодое поколение, растет уже, выросло. Поэтому это, я считаю, что история очень необходима и нужна. Вот, поэтому я что хочу сказать. Ну, я думаю, что вот Лидия Андреевна, еще мы во втором блоке продолжим вот нашу беседу, да, ну, там вы более подробно расскажете о вашем этнографическом комплексе. Вот, Ямщицкое подворье в селе Синск Хангаласского района. Ну, вот еще вот до ухода на рекламу, вот, я хочу вот Ирина Егоровна сказать, ну, может быть, у нас осталось еще несколько минут, минуты две, наверное, да, все-таки да, вот, про этот конкурс чуть-чуть начнемте, давайте, вот, а потом во втором блоке продолжим. У нас цель наша еще общественная организация. Это что-то новое, раньше ведь не было. Нет, это привлечение молодежи и детей в наше ямщицкое движение. Мы же не хотим, чтобы мы уйдем, а кто за нами будет, да, кто останется. И мы в этом году провели фестиваль, конкурс «Мини-краса Якутского почтового тракта», где приняли участие девочки 8-12 лет, которые имеют ямщицкие корни. И вот они вышли со своими бабушками, носителями нашей вот ямщицкой культуры, и сами рассказывали о почтовой станции, кто у них родители, кто у них бабушки, пели песни ямщицкие, танцевали, хороводы. Это конкурс? Да, это конкурс, и вот было очень интересно, что они так стараются, и есть очень даже серьезные такие девочки, которые могут очень серьезно рассказать про свою семью и про свои корни. И мне кажется, вот такая работа должна продолжаться везде, на всех бывших почтовых станциях, чтобы дети с малых лет вообще начали говорить о том, что они потомки ямщиков, кто такие были ямщики, откуда они приехали, они должны знать, вот, и как они вот работали, что за работа у них была. А то мы приезжаем иногда на уроки межнационального общения, да, и спрашиваем, кто такие ямщики, ребята? А нам знаете, что говорят? Что говорят? Это которые копают ямы на кладбище. Вот. И мы там, как это так? Ну, потом начинаешь говорить, и они так, это уже другие глаза, уже это. Но слово ямщик они вообще никогда, значит, не слышали. От слова ямщик, да. Да, от слова вот ямщик, у них яма, и вот это почему-то
плохое вот у них на этом, да. Но и вообще мы проводим не только вот такие фестивали, но и этноквесты. Мы берем детей и ездим по почтовым станциям. Это у нас в прошлом году был уже третий этноквест по Покровск, Да. Бестях, Бестях, Белгуняхтах, Иланка и Титары. До Так, Титаров мы Ирина Егоровна, у нас доехали. сейчас рекламная пауза. Уходим на рекламную паузу, уважаемые телезрители, радиослушатели. Потом вновь вернемся в студию и продолжим наш очень интересный, увлекательную беседу, вот сегодня посвященную вот прошедшему фестивалю. Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы продолжаем нашу передачу, мы в прямом эфире. Напомню, у нас сегодня в студии Стрекаловская Ирина Егоровна, руководитель отдела межнациональных отношений Дома дружбы народов имени Кулаковского, председатель общественной организации Республики Саха-Якутия «Потомки государевых ямщиков» и Яльян Лидия Андреевна, директор этнографического комплекса «Ямщицкое подворье» в селе Синск Хангаласского района. Вот. Ну, я хочу обратиться в посланию от главы нашей республики сына Николаева парламенту, когда он объявил 2026 год годом культуры в республике Саха-Якутия. Ну, небольшая цитата. «Перед лицом испытания именно культура наделяет нас особой стойкостью, становится источником силы духа. И вот чтобы традиционные культурные и духовные ценности еще сильнее укрепили и объединили всех нас, подчеркнул Иль-Дархан. Целью этого года станут сохранение нашего культурного, исторического наследия, развитие в духе времени, творческого потенциала культуры и искусства, повышение культурного уровня каждого жителя республики, ну и нашего подрастающего поколения». Вот конец цитаты. Это из послания главы республики Иль-Тумену. Вот, ну, конечно, без единства народов в наше время, когда роль народов все-таки возрастает, мне кажется, из года в год это происходит, и тем более, как говорится, без основ, источников культуры, традиций, обычаев, никак нельзя прожить, да, в этом мире, наверное, потому что выжить, да, даже среди всех, то, что сегодня не такое простое выше время. Культура нас, конечно, объединяет многочисленные народности, проживающие на территории нашей республики, что очень немаловажно. Она сыграет, конечно, ключевую роль в сохранении, развитии культурного наследия всех народов, проживающих в нашей северной республики. Я думаю, что мы продолжим нашу передачу. Уважаемые радиослушатели и телезрители, еще раз обращусь к вам. Если что-то есть у вас, высказать свое мнение или задать какой-то вопрос, то звоните прямо в студию 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Так. Ирина Егоровна, мы продолжим пока. Давайте вернемся опять к фестивалю, с чего мы начали уже в первом блоке, да? Да. Про этот конкурс красоты. Да, мы стараемся привлекать детей на наши мероприятия, и мы проводим этноквесты. Этноквест — это мы берем детей разных школ, команды и едем по почтовым станциям. Благо у нас живые почтовые станции, потому что там люди живут, там построены часовни, там стоят верстовые столбы, и улицы сохранились, ямщицкие именно. И ребята все это воочию видят. Мы пишем этнографический диктант, где все сидят там, пишут, думают. И после каждого, мы 3 раза провели такие этноквесты, и ребята потом говорят, когда в следующий раз поедем. Им очень это интересно, и мы это продолжаем. В 25-м году мы провели Дни ямщика в Покровской средней школе номер 4 и в Табагинской школе. Тоже мы приезжаем командой и с ними ведем уроки ямщицкой культуры, да, и потом поем с ними, хороводим, в общем, тоже прямо они много узнают
по истории ямщиков и нашей Якутии. Вот это им тоже очень интересно. И хочу сказать о том, что в этом году, в 25 году приезжала экспертная комиссия с Москвы, которая записала наши коллективы, народный самодеятельный коллектив «Реченька» и «Вечерка» народный коллектив. И если вот эту экспертизу мы пройдем, то ямщицкая культура станет наследием культуры Российской Федерации. Вот именно, которая наша ямщицкая культура Якутии. Говорят, экспертиза идет очень долго, но надеемся, что летом мы это узнаем новость. Прошли мы или не прошли. Так, ну у нас телефонные звонки пошли. Давайте-ка, пожалуйста, Ирина Егоровна и Лидия Андреевна, наушники. Так, здравствуйте. Да, слушаем. Сахалы истәлләр. Биләлләр истәлләр. Тәді бапроскын бағалысты. Бұл мен өттен меттен синек тоскулатын бүтер бет бұл кырдаға сәмәқсен Kim денгі тей? Әбәдәбдейден. Әбәдәбдей. Оны боллағына, мен ұйытым ден боллағына, Анатолии Добрянцевы үйедітін ден бағасанабын әтәбін. Шәп. Әті кеніп, оға сағыттан олықтан барғандылы күске емсеткайы көжіп беті. Кені барым сағыны хен бала чақ зіллен іспеті. Анетті соғытақ бір еречін кәннен кыргытты түйетелер әме кырыйдылар, әлләмен балтыларын bağlılar. Әпті. Өтіне саңардан өссі әдердеттен тахарттан көжі түйаққа күшті әқтік. Барын ұчалың сағарар болбы көтті мен соруян сақалы сағары. Нахайче деді. Спасибо. Так, еще второй телефонный звонок послушайте. Алло. Алло, добрый день. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос. Ага. Пожелание. Я про ямшитскую песню. Ага, так. Знаменитая песня же есть «Степ да степ кругом». Так. Исполнение Лидии Руслановой. Есть такая песня. Ага. И эта песня очень волнительная, доводит до слез, можно сказать, да? Такая судьба ямщика. Да, не говорите. И я интересовалась, думаю, как это степ и замерзает ямщик. А оказалось, автор Иван Суриков написал «Снег да снег кругом». Ага, это было, кажется, в снежном краю дело было. Да. Ага. Ну, вот приближенное к нашим, видимо. Ага, и вот я перевела этот текст и перевела, конечно, как «Снег да снег кругом». И тогда все стало на место. Ну, молодцы, поздравляем вас с этим. Как вас зовут? Меня зовут Светлана Иннокентьевна. Ага, я вот, ну, это не я, конечно, а библиотека имени Ивана Горного выпустила мою книгу. Так. Сборник, это переводов. Да. Книга на 2 языках. Русский текст и перевод. Я вот это стихотворение тоже, конечно, с большим волнением перевела. И получилось, конечно, мне кажется, хорошо. И могли бы это даже песни петь. Но этот песенник называется «Ирия Олах Адгха». На 2 языках. Понятно. И можно эту песенник достать на сайте библиотеки имени Горного. Хорошо. Спасибо вам за звонок. Ага, пожалуйста. Ну, Джей, Истан, да? Ну, по увековечению памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева у нас есть план. План не только у нас, но и Государственного собрания Ильтумен. И мы выпустили книгу воспоминаний его друзей, его соратников. Вот эта книга очень дорога нам.
очень многое узнаем, хотя мы с ним общались много лет, но друзья, когда пишут и про него, там очень много интересного можно узнать. Так, ну, хотим бюст на сквере ямщика установить. День рождения 29 января в селе Каталжура были проведены соревнования по национальным видам спорта, по памяти. Потом Александр Николаевич Кимкемян каждый год тоже проводит соревнования по национальным видам спорта. Ну, мне кажется, мы никогда не забудем Анатолия Анатольевича Добрянцева, тем более в этом году мы отмечаем 25 лет создания общественной организации «Потомки государевых ямщиков». Вот, хорошо. Вот, Лидия Андреевна, теперь давайте, время у нас все сжимает, да? Давайте вот вы расскажите нашим телезрителям, радиослушателям о вашем этнографическом комплексе. Вот, пожалуйста. Да, село Синск действительно это место, как говорят приезжающие первый раз, это место, поцелованное Богом. Это перекрестие двух рек, Лены и Синей. И как два бриллиантика, это Ленские столбы и Синские столбы. И когда мы вернулись на свою родину, я вообще родилась в Синске, у нас даже вообще не было мысли, чем заниматься, когда мы уйдем на пенсию. Сразу же у нас родилась идея создания комплекса, что культуру, традиции песенные надо продолжать. И, естественно, когда рядышком само подспорье, народный коллектив «Реченька», в котором я и работала, и рядом единомышленники, естественно, мы начали восстанавливать наше родовое гнездо, плюс еще взяли дальневосточный гектар, и вот это вот пространство расширилось, и старинные дома, которые рядом стояли и стоят до сих пор, нам послужили толчком сделать этот комплекс. Мы организовали и собрали экспозицию музейную, перевели старинный дом на это подворье. И сейчас музей работает. И когда туристы приезжают к нам, и даже не только те, которые останавливаются у нас в подворье, а проезжающие мимо, они обязательно делают остановку, потому что вот с исторической точки зрения и как почтовая станция Синская, она очень привлекает. И рассказывая о истории, о быте, мы, конечно же, и не забываем и нашу песенную культуру, потому что песни, которые привезли сюда наши предки, они до сих пор живут, поют и как и взрослое поколение, так и дети. И, конечно, все экскурсии у нас заканчиваются хороводами, игрой на инструментах, и получается такой интерактив, и люди погружаются, гости погружаются в саму эту ямщицкую культуру, в атмосферу. Также мы работаем как в направлении этнографического туризма. Туристы, зная, что Синск и имеется там ямщицкое подворье, естественно, сразу же настраиваются на фольклор, на этнику. Они могут приехать, разместиться в старинном доме. Есть такая опция «Ночь в музее». Прикинуть ямщицкие костюмы, сделать фотосессии. Ну, это помимо того, что они потом съездят на Синские столбы, на Ленские столбы. Наскальные рисунки рядом с нами есть, конечно, которые, они не так раскручены, как петровские писаницы, но, тем не менее, они тоже очень интересны. И в нашем подворье есть большая сценическая площадка, потому что, начиная с 2022 года, мы проводим фестивали «Ямщицкий перезвон», куда приезжают фольклорные коллективы, но и гости, которые приезжают к нам, туристы, они окунаются в вот эту атмосферу праздника. Нам очень повезло, что в прошлом году был такой уникальный проект Ленское объединенное речное пароходство сделало такой проект «Демьян Бедный», круиз, прямо доезжал до устья реки Синей, и гости
этого теплохода На лодках. да, на лодках приезжали к нам в подворье, затем мы их возили на Сенские столбы, ну, пусть недалеко, но тем не менее знакомились как с культурой, с бытом, так и уникальной природой вообще Якутии. В этом году у нас планируется аж 9 круизов, и это каждый раз, конечно, это волнение, новые люди, новые лица. Работа. И в историческом плане, да, вот в плане информирования это очень хорошо, поток увеличивается, и тем самым мы рассказываем, показываем, пропагандируем Популяризируем. ямщицкую культуру. Хорошо. Так, у нас вроде телефонный звонок есть, да? Алло, Алло. Лорен? Здравствуйте. Пожалуйста, Я кылгастык. хаману вопроспа. Бир вопрос. Bir вопрос. Кылгастык. Почта емчектер баллади. Ну. Оны бу Якутскайттан Хоспайга лами булар жам хүйтеллерете. Ага. Оны туактарга маны почтова эме туактар баллар жамна. Оны дакка олар да жорут атынан табанан тахаллар. Олар кытта киндер тоны яштактар дуактол. Оттон аяна майский трактен бегемеле либит, и ус майялара кытта. Там же выход на Охотской, ну, на Охотск, выход Да, на да, Охотск. да. Антак боллагана ме краеветтер баллар. Олар боллагана ынырыкты күлелилер бит. Бе усмаяга тиехил жибыппыт. Хүрбе үсыллакка. Onun боллагана биле кинлерге боллагана биле ямшицкая станцияларга билен кимдалар бат урукку ямшицкая станцияга. Онан бола кимде хохеригер маннык доктор ортабыттар эме верстовой стол балары. Ага. Они это установили верстовые столбы. Хотя мне вот в Хангаласском районе у нас вот деревни есть, да, там столбы, а там деревень нет. Там были только вот меняли лошадей, вот такие, ну, наверное, какие-то Конные дворы. Да, конные дворы только были, а потом они исчезли. Вот поэтому вот тоже краеведы вот по этому тракту работают. Ага. Так, ну что ж, Ирина Егоровна и вот Лидия Андреевна, совсем осталось немножко времени, буквально минуту, наверное, вот хотели песенку, очень короткую, да? Попробуйте-ка ямщицкую. Ну, буквально Ну, ладно, 2 минута. Ага, про ямщика. Минута. На Хватит? Последнюю пятерку найму тройку лошадей. На последнюю пятерку найму тройку лошадей. Дам я кучеру на водку, погоняй, брат, поскорей. Дам я кучеру на водку, погоняй, брат, поскорей. Тройка скачет, Ваня пляшет, ямщик песенку поет. Тройка скачет, Ваня пляшет, ямщик песенку поет. Так, ну, осталось около минуты, буквально. Что скажете, Ирина Егоровна и Лидия Андреевна? Ага, но я хочу, чтобы Около минуты. не только мы, но все, кто себя считает потомком государевых ямщиков, присоединился к нашему движению, потому что через несколько лет мы отметим 400-летие вхождения Якутии в состав российского государства. И мы там будем, наверное, тоже героями вот этого большого юбилея, потому что наши предки пришли, как Екатерина II направила их вот в нашу Якутию. И пару слов. Ну, а я приглашаю всех к нам в Ямщицкое подворье, чтобы окунуться в атмосферу старины. Все. Вот на этой ноте, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю телерадиопередачу «Якут сегодня». У микрофона был редактор Юрий Сергеев. До свидания, до новых встреч в эфире.